почему ВОЗ в прошлом году сделал такое заявление, было международное, что в ближайшие 5-7 лет количество инсультов увеличится на 50%. Зачастую люди не обращают внимания, что потом, когда мы спрашиваем людей, а что вы чувствуете за неделю, за 2, за 3 недели, да, за 2 дня, что чувствовал? Как правило, это нарушение зрения. Где-то человек начинает смазывать слова, где-то у него начинается выпадение речи. У меня парадоксом никогда не укладывался в голове. Здесь можно все понимать, всех эмоций, да, но можно все-таки с каким-то уважением отнестись к тем людям, которые вам помогают и спасают. Честно говоря, не чувствуем поддержки именно от населения. Когда был ковид, мы не закрывались, мы работали, потому что зачастую инсульт был первым симптомом ковида. К нам очень много больных поступало с тромбозами сосудов головного мозга. Тогда мы были ангелами. Сейчас это время прошло, когда спасать, и почему-то отношения как будто нехорошие отношения, и оно требует, наверное, пересмотра и общества по отношению к врачам. Это ошибочное мнение, но оно распространенное. Вот подтвердите, или ошибочное, или нет, что если врач, практикующий врач успешный, то чаще всего в семье какие-то есть проблемы. Просто не хватает на нее времени. Да, это такое устойчивое мнение, и в свое время я тоже через это прошел. Я фактически детей увидел, когда мне супруга сказала, что вообще дети должны поступать уже. В эфире программа «Жизнь и успех», и сегодня у нас в гостях человек самой благородной профессии. Это врач, который не только спасает, но и возвращает, дает надежду. Рядом со мной находится Умуров Нурлан Кенешевич. Нурлан Кенешевич, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, у нас будет очень интересная и полезная беседа. Вам спасибо за предложение. Вы работаете с людьми, которые перенесли инсульт. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту категорию? После окончания института я проходил интернатуру по неврологии, и общая неврология, она казалась мне скучной, когда просто болит голова, либо спина. И когда я пришел на практику в 4-ю горбольницу, тогда там был инсультный центр городской, я почувствовал тот интерес и тот ритм, в котором я хотел бы жить. Я выбрал поэтому эту службу. Давайте начнем с самого главного. Как много людей с инсультом попадает у нас в Кыргызстане в больницы, и вообще основная причина? В последнее время сказать, что количество инсультов выросло, я не замечал, потому что мы делали совместно с ВОЗом аудит всех клиник в республике. То есть особого роста нету. Единственное, что статистически у нас получался рост инсульта, что эти больные под одной кодировкой, они проходят лечение в разных стационарах. А в базе ФОМСа они выходят как свежий инсульт. И сказать, что идет такой поток, вал, да, у нас есть сезонность, это осень-зима. Где-то до середины мая у нас очень большое количество инсультов, которые происходят в различных возрастных группах. Мало этого, мы стали замечать в последнее время, что среди молодежи тоже увеличилось, но эту тему мы попозже разовьем. Инсульт, основная причина, это 3 фактора, это высокий вес, высокое давление, высокий сахар. То есть это основные 3 фактора риска, которые рано или поздно приводят к инсульту. И в основном это люди старческого возраста. Почему ВОЗ в прошлом году сделал такое заявление, было международное, что в ближайшие 5-7 лет количество инсультов увеличится на 50%. Это связано с увеличением продолжительности жизни людей. И по нашим данным, по статистическим, продолжительность жизни людей в Кыргызстане увеличилась, по-моему, от 3,5 до 8 лет в среднем где-то мы считали. То есть мы тоже получим пик. Тоже будет увеличено количество инсультов. Какие методы у нас в стране существуют борьбы, работы уже с состоявшимся инсультом, если он произошел? И всегда ли инсульт – это инвалидность?
Ну, в 60-70% инсультов это, да, инвалидизация глубокая, а остальное количество людей, которые остаются в той или иной мере, могут компенсировать свои бытовые, это одеваться, чистить зубы, кушать, но дефицит, он остается в любом случае. Он может быть как речевой, он может быть поведенческий, когнитивный, и он может быть именно психическое изменение состояния человека. Зачастую люди страдают не от того, что он парализован, а из-за того, что человек не может говорить, либо у него страдает психика. То есть сказать, что человек перенес без следа инсульт, такого не бывает. Какие методы используются? Располагаем ли мы тем, чем пользуются сейчас уже развитые страны? Ну да, в настоящее время, вот буквально сейчас был приказ Минздрава, была подготовительная работа длительная, и на сегодняшний день одним из высокотехнологических методов лечения при ишемических инсультах является тромболизис. То есть на сегодняшний день, я думаю, буквально, может быть, сегодня-завтра этот метод будем внедрять на базе всей республики. У нас создано 10 инсультных центров, которые обеспечены компьютерными томографами, обученными специалистами. В апреле месяце к нам приезжали представители Европейского общества по борьбе с инсультом совместно с ВОЗом, провели большую офлайн-конференцию, около 200 человек участвовало в той или иной мере. И обученные сертифицированные специалисты мы обеспечены. Компьютерные томографы фактически во всех областных центрах и в городе Бишкек есть. И это работа скорой помощи, то есть в ближайшие 4,5 часа мы нацелены на то, чтобы проводить тромболизис. Препарат уже приобретен, мы на днях его уже буквально получим. И вся цель такая, что тромболизис, он не снижает увеличение летальности, то есть смертности у людей, он предотвращает инсульт. Проведение тромболизиса в течение 4,5, сейчас еще есть цифра до 6 часов, то есть мы можем предотвратить инсульт и не допустить. То есть мы идем, в ногу со всем миром. Сегодняшний день не отстаем. И, соответственно, если тромболизис не помогает, есть такой метод лечения тромбоэкстракция, то есть удаление тромба из сосудистого русла сосудов головного мозга. То есть закупается тоже это оснащение, расходные материалы. Мы планируем до 5-7 операций в год проводить, оставшийся год. В дальнейшем мы будем расширять спектр этих вмешательств. То сейчас речь уже идет больше не о лечении, а о предотвращении. Здесь, если идет показания существуют, где-то если 100% взять всех больных инсультом, то показания для тромболизиса это 5-12%. То есть да, и как лечение, и как профилактика инсульта тромботического. Может ли сам человек почувствовать, что он уже на грани этой беды? Да, зачастую люди не обращают внимания, что потом, когда мы спрашиваем людей, а что вы чувствуете за неделю, за 2, за 3 недели, да, за 2 дня, что чувствовал? Как правило, это нарушение зрения. Где-то человек начинает смазывать слова, где-то у него начинается выпадение речи. И они рассказывают о таком состоянии, как туман в голове. То есть дефицит кровообращения, он сказывается вне зависимости, кровоизлияния это либо ишемия. У людей, у которых есть соматические заболевания, при наличии таких вещей, что они быстро устают, быстро истощаются, чувствуют слабость резкую, нарушение речи, особенно зрение, речь, это основные симптомы, которые говорят о предвестниках инсультов. Предвестники инсульта, они всегда есть. Другое дело, что люди не обращают внимания. Поэтому нами проводилась работа на первичном звене, то есть есть такая шкала оценки, и удар называется. То есть это нарушение зрения, кривая улыбка, нарушение чувствительности в одной из конечностей и нарушение речи. То есть эти признаки, они всегда присутствуют, предвестники есть. Нужно быть внимательнее к себе. Да, только к себе надо внимание обращать, потому что можно измерить давление. Если люди страдают сахарным диабетом, можно измерить сахар, да. Ну и обратиться, наверное, в поликлинику по месту жительства, в первичное звено. Насколько сложен процесс спасения таких людей и их восстановления? Процесс спасения людей зависит от момента поступления. Зачастую к нам люди приезжают не через час, не через 2. И если мы делали анализ, те люди, которые
случившимся инсультом, но в сохраненном сознании поступали в ближайшие 3-5 часов, восстановление и реабилитация у них шла более легче, чем у людей, которые через 2, через 3 суток. Но в любом случае, даже если человек через неделю тому назад получил инсульт и был поздно доставлен, мы лечим, и в принципе у нас неплохие результаты. Реабилитация инсультных больных, по сути дела, это пожизненный процесс, и реабилитационные резервы это от где-то 3 месяца и до 6, от 3-6 месяцев до 3 лет. В целом, как вам удается, важен настрой человека в момент восстановления, как вам удается его довести до этого уровня, чтобы он поверил, что что-то можно восстановить, что-то можно исправить? Ну, в таких ситуациях самое главное не скрывать правду от человека. То есть мы и родственникам говорим, что вам придется с этим жить. Основная поддержка это со стороны родственников. То есть человек наедине со своей болезнью не должен оставаться, потому что такое состояние, как постинсультная депрессия, зачастую приводит к нехорошим результатам. И с человеком надо разговаривать. Объяснить ему образ жизни, объяснить диету. А то у нас население такое. То есть он месяц, предположим, попил таблетки, они кончились, все. Хотя мы в своих рекомендациях даем, что это постоянно, пожизненно, либо под контролем каких-то показателей, либо артериального давления, либо сахара, либо холестерина крови. То есть здесь должна быть, наверное, больше приверженность со стороны родственников, которые контролируют этот процесс, и желание больного восстанавливаться. Исходя из своей многолетней уже практики, что можете сказать? Чудо в медицине бывает? Чудо в медицине? Ну да, но всегда и случается чудо. И чудо делают это врачи. Был ли какой-то пациент, который вас удивил? Может быть, уже у него были очень плохие прогнозы, а он наоборот. Ну, это таких вот прям одного пациента не могу отметить, потому что это постоянно происходит. Люди выходят из комы, возвращаются в сознание, потом, если они повторно где-то мы пересекаемся, то есть вот этот момент, когда он находился в коме и находился вообще в остром периоде инсульта, они не помнят, как правило. И только родственники им могут напомнить, сказать, что это сейчас очень нужно это снимать на видео, показывать, да. И мы с этим сталкиваемся, да, бывают такие моменты, да. Ну, они приносят, конечно, удовлетворение нашей команде, когда человек, выйдя из комы, потом приходит в сознание, ну, иногда на собственных ногах уходит домой. Невролог – это, наверное, как ювелир в медицине. Не ошибаюсь? Ну, я вообще считаю, что любая специальность, как бы она ни была, у меня чуть к этому отношение такое, это ремесло, которым ты хорошо владеешь. Это как хороший ювелир, как хороший портной. То есть ты должен просто больше знать, чем остальные, и больше уметь. А что сложного, самого сложного в вашей профессии, и в то же время самое приятное? Самое сложное, наверное, это работа с людьми, именно с родственниками больных, которые для них это катастрофа, как правило. Вроде их близкий человек сидел буквально 15 минут дома тому назад, вдруг он теряет сознание. И эмоционально сложно выдерживать натиск врачам именно вот в момент поступления, потому что все растеряны, основная часть населения, как правило, не контролирует свои эмоции. И вот весь эмоциональный стресс, и вот это люди, которым говорят, эмоциональное выгорание происходит именно вот в этот момент, когда врачи начинают давить, требовать что-то. И я всегда задавался вопросом, почему родственники больных оскорбляют и унижают и агрессивно ведут по отношению к тем людям, которые спасают вашего родственника. Да. У меня этот парадокс, он никогда не укладывался в голове. Здесь можно все понимая, всех эмоций, да, но можно все-таки с каким-то уважением отнестись к тем людям, которые вам помогают и спасают. Врачи тоже в первую очередь люди, у них тоже эмоции. Если, предположим, приходит несколько родственников по поводу одного больного, у нас их 20-25 может быть. Насколько человек может выдержать эмоционально? Сложно. Сейчас жить сложно, и сами знаете, низкие заработки, эмоциональное выгорание. И, как правило, мы, честно говоря, не чувствуем поддержки именно от населения. Когда был ковид, мы не закрывались, мы работали, потому что зачастую инсульт был первым симптомом ковида.
и к нам очень много больных поступало с тромбозами сосудов головного мозга, тогда мы были ангелами. Сейчас это время прошло, когда спасать, и почему-то отношения как будто нехорошие отношения, и оно требует, наверное, пересмотра и общества по отношению к врачам. А как исправить эту проблему? Может быть, Минздраву стоит больше рассказывать о врачах, проводить вот такую разъяснительную работу, героями их действительно, показывать, что они герои? Я думаю, да, здесь политика должна быть очень четкой по отношению к врачам. Это законодательная база нужна. В настоящее время вот в Катаре или в Кувейте приняли законопроект оскорбление врача, стоит человеку 10 лет лишения свободы, $200 000 штрафа. То есть, когда людей ограничивают в своих эмоциях, да, именно материально, наверное, только тогда, да. Ну и низкие заработные платы, то есть зарплата у меня средняя врачей это от 18 до 25 тысяч сомов. Учитывая все эти, да, и причем врач должен вкладываться в обучение, в образование, то есть это какие-то курсы проходить, книги приобретать, да. То есть работа врача, вот ты начал врачом, и ты каждый день должен что-то читать. Много читать приходится? Но, по сути дела, когда ты постоянно в потоке, и каждый день и у тебя есть информация какая-то новая, то это превращается просто в один из аспектов работы. Но до того, чтобы до этого дойти, надо очень много прочитать. В целом, как проходит ваш день? Вот интересно, практикующий врач, во сколько вы его начинаете? Ой, рабочий день нашего отделения начинается в 7:30, но он не прекращается, потому что нам запрещено отключать телефоны. Мы и ночью консультируем, разные случаи бывают, с регионов звонят, вопросы санавиации решаем, в отделении очень много звонят. Есть очень много вещей, которые очень сложно дифференцировать. Либо это отравление, это то, что говорил, либо это может быть это другое заболевание. То есть огромное количество, чтобы поставить инсульт. В мире вообще инсульт считается самым труднодиагностируемым состоянием, потому что он может имитировать все, что угодно. То есть даже заболевания щитовидной железы могут быть, кровопотери скрытые могут быть. То есть врач-невролог, именно экстренной службы, он должен быть подкован в кардиологии, в токсикологии, в хирургии. То есть очень больших навыков стоит набираться для того, чтобы работать в экстренной службе. И в 30% инсультов, это мировая статистика, вот годовой отчет Всемирной организации был, в 30% инсультов мы ошибаемся. Не ставится инсульт. Иногда подводит аппаратура, оборудование, иногда подводит именно неправильная интерпретация каких-то анализов, но это только с опытом набирается. Но, к сожалению, инсульт является одним из самых труднодиагностируемых состояний. А как восстанавливаетесь после сложных рабочих дней? Но если говорить о том, что существует эмоциональное выгорание, я, наверное, эту стадию давно уже прошел, потому что я сам проработал обычным врачом, около 17 лет дежурил. То, получается, это без отпусков, без выходных, и это, да. У меня нету такого состояния, что я устал. Да, иногда утомляет это, но если жить с уважением к себе, наверное, и где-то абстрагироваться, то читаю достаточно много. То есть здесь больше, видите, люди, наверное, устают не от физической нагрузки, а от эмоциональной. И очень много вещей, наверное, просто надо контролировать свои эмоции. Это ошибочное мнение, но оно распространенное. Вот подтвердите, или ошибочное, или нет, что если врач, практикующий врач успешный, то чаще всего в семье какие-то есть проблемы. Просто не хватает на нее времени. Да, это такое устойчивое мнение, и в свое время я тоже через это прошел. Я фактически детей увидел, когда мне супруга сказала, что вообще дети должны поступать уже. То есть уйти в тот транс и жить тем состоянием, в котором ты живешь, дежурство, тяжелые больные, да, ты был в том процессе, где-то, да, мы упускаем семью, но благо мои дети пошли в медицину, и как-то они поняли, почему все случилось так, как оно случилось. То есть все-таки, если половина вторая понимающая, то все нормально будет? Я думаю, да, то есть, если тебя понимает и принимает такой, какой ты есть, ты выбрал такую специальность, да. Есть ли у вас какое-то хобби? Чтение.
читаете медицинскую литературу или... Нет, не обязательно. Это спектр широкий, это и художественная литература, где-то я нахожу новых авторов, где-то что-то перечитываю. Есть книги, которые я люблю даже перечитывать. Ну, давайте теперь поговорим о самом инсульте. Говорят, есть определенные заявления о том, что он молодеет все чаще. Вы сказали, что люди с 35 лет к вам уже попадают. Почему? Да, я эту тенденцию отметил последние 5-7 лет и как-то для себя сделал анализ, и у нас получилось, что да, появилась категория молодых людей, которые научились зарабатывать деньги, и как любой человек, который получает какой-то финансовую возможность, они чем занимаются? Это спорт в первую очередь, да, чтобы хорошо выглядеть. И использование препаратов, которые увеличивают мышечную массу, даже гормональные препараты, препараты, которые метаболизм ускоряют, они, как правило, нарушают обменные процессы кровеносной системы, и в основном у этих людей происходит тромбообразование. Это первая категория тех, которых я заметил. Вторая категория – это люди, которые используют энергетики. То есть на моей практике это уже 4 случая, которые мне отдавали на экспертизу. Употребление энергетиков в больших количествах приводит, вот в 2 случаях это был действительно инсульт, сформировавшийся, прям четкий, хотя производители прям четко пишут, не более 1 банки в день. То есть производители понимают, что более чрезмерное употребление может это, то есть это люди сами просто себя, как сказать, не берегут. И третья категория людей, которые все-таки употребляют, и мы заметили, я почему стал об этом думать, один из них мне рассказал, после употребления чего у него началось. Это как органические, так и неорганические запрещенные препараты. Вот в основном это вот эта категория, я просто исключаю из этой категории людей, у которых есть, предположим, ревматизм, где может поражение клапана произойти, тромб оторваться, это другое. А вот основная масса молодых людей и, ну, еще поражение почек. А вот если как бы брать в численном этом, да, то это те вещи, которые я указал. Очень много негатива в отношении электронных сигарет. Вы, как врач, работающий с инсультом, они влияют? Да, последние я отслеживал эту тему, да, последние работы именно изучения были масштабные работы на Западе, то есть, да, они сказали, что в том виде, в котором получается взвесь этого воздуха попадает в легкие, она поражает легкие и сосуды легких, альвеол, и за счет тромбов люди даже могут лишаться легких. То есть были такие очень яркие случаи описаны. Есть ли какой-то сезон в году, когда вы наблюдаете именно вот активизацию, что больше стало людей к вам поступает? Это вот начало, конец октября и до середины мая. С чем связано? Я вам объясню это очень. Дело в том, что когда меняется температура внешняя, кожа, как один из органов, у которого огромное количество сосудов, сосуды сужаются. И вот этот объем, около 2,5 до 3 литров, в зависимости от массы человека, он попадает в сосудистый ток. Когда это количество жидкости попадает в сосудистый ток, начинается повышение артериального давления. И плюс еще и происходит сгущение крови. То есть сезон осень, зима и поздняя весна – это наш сезон, да. Летом становится меньше больных. Что можете сказать относительно воды? Она помогает сохранить свое здоровье и защитить от возможности возникновения инсульта? Ну, вода, наверное, это универсальный продукт, который редко кому противопоказан, если нет нарушения функции почек, люди не находятся на гемодиализе. То есть употребление воды, да, в жаркое время, да, и самое интересное, что самую большую жажду люди испытывают зимой. Очень большое количество воды мы за счет теплообразования выделяем в окружающую среду, и люди не понимают, что у них есть жажда. И зимой, и летом надо пить одинаковый объем жидкости. Это 2-2,5 литра. Но желательно, чтобы это была не бутилированная вода, желательно, чтобы это было все-таки кипяченая, структурированная, и в теплом виде желательно употреблять. Холодную воду нежелательно. Сейчас очень много стало видео,
в Инстаграме, в различных социальных сетях о том, как человеку, пациенту исправляют неровности в позвоночнике, в особенности шейный отдел, воротниковая зона. Видите ли вы в этом угрозу? Могут ли потом эти люди стать вашими пациентами? Но при правильном использовании всех техник, которые я увидел в интернете, конечно, там есть и грубые, но здесь надо просто делать анализ, да, насколько этот человек компетентен. Во-первых, в этом вопросе, имеет ли он медицинское образование, да, и какими методиками, в каких случаях он пользуется. То есть достаточно много методов, которые внешне выглядят угрожающе, но они не наносят, как правило, вреда. И при правильной постановке углов наклона, соотношении рычагов, ну, как бы нет. Но есть и осложнения бывают, да, но это неправильно выполненная техника. И, как правило, это происходит не у немедиков. То есть есть медики, которые просто этим занимаются и говорят, что они не будут этот метод использовать, потому что есть противопоказания. Это могут быть какие-то врожденные анатомические показания, либо состояния, которые не позволяют этим заниматься. То есть тщательный отбор, он, как правило, исключает осложнения. Но для этого надо иметь медицинское образование и специализацию именно в этом направлении. Ну и в завершении программы, пожалуйста, дайте несколько рекомендаций нашим зрителям, что делать, чтобы к вам не попасть. Ну, чтобы к нам не попасть, наверное, надо человеку научиться слышать себя. То есть мы всегда погружены в какие-то заботы, которые отвлекают нас от собственного. Слышать себя, чувствовать свой организм, мерить давление, обращаться вовремя к врачам, соблюдать диету, соблюдать питьевой режим, он важен. И причем даже вот последние работы говорят о том, что употребление достаточного количества воды зимой и летом в какой-то степени, процентов на 15, может снизить риск инсульта. А остальное уже медицинская тема, да, это прохождение ЭКГ, прохождение сдачи анализов на сахар, контроль сахара, холестерин. Ну и как бы у людям, которые находятся в более старшем возрасте, это обычные прогулки. То есть человек, который понимает, что телу нужны нагрузки, он этим занимается. И у меня огромное количество людей, которые лет 15, 20, уже 30 лет тому назад перенесли инсульт, и под контролем врачей, под нашими рекомендациями, кстати, инсульт ни у кого не повторился. То есть надо слышать себя, и все. Спасибо большое, успехов вам, удачи и здоровья вашим пациентам. Спасибо большое. А мы благодарим ресторан «Фрунзе» за предоставленное место для съемки.